Добрий день, шановні глядачі. Ми зараз знаходимося у вёсцы Амялец Кам'янецькага району з нагоди закриття школи сярэдняй. Гэта школа беларускамоўная. Вось, і яе хочуць закрыць нібыта за тое, што там нейкая дрэнная інфраструктура, школа драўняная. Вось прыехала начальство з Каменца, спадар Зайчук, старшыня каменецкага выканкама. Вось, мы пройдзем. Вось, глядзіце, якія файныя машыны, але мясцовыя сказалі, што гэта не іхныя. Сказалі, што это кіраўніцтва. Пойдзем, паразмаўляем зараз. Бяруць інтэрв'ю. У некалькі інстанцый, у адміністрацыю прэзідэнта, у міністэрства адукацыі таксама была размешчана электронная петыцыя, якая была накіравана ў аблвыканкам і райвыканкам. У петыцыі ініцыятыўная група просіць захаваць Амельнецкую сярэднюю школу, якую намерыліся зачыніць у гэтым годзе, у наступным навучальным годзе. Ось, то есть з прычыны таго, каб захаваць гэтую школу, мы сёння тут і сустракаемся з прадстаўнікамі ўлады. Вы робили петицию, заявили, что хотите заховать школу. Адчуваеце на себе тиск з боку ўлады? Ну, асаблівага ўціску няма, аднак атмасфера такая вельмі напружаная, так сказал. Вельмі напружаная атмасфера. Тому што, канешне, дадзеная петыцыя выклікала вялікі рэзананс у грамадстве, і не ўсім гэта падабаецца. Я ў гэтай школе вучыўся з першага класа. Я ў гэтую школу прыйшоў працаваць пасля таго, як скончыў ВНУ. Я планую далей тут працаваць. Другое, гэтая школа, яна з'яўляецца адукацыйным і культурным цэнтрам вёскі і тых вёсак, якія знаходзяцца побач. Яе закрыццё аўтаматычна будзе пацягне за сабою канчатковае хіренне вось гэтых вёсак і Амелянца, і Дубравцу, і Валкаставца. Таму я хочу, каб школа захавалася. Добре, дякую. А колькі в школе вывучаецца людзей? На сённяшні дзень 51 вучань. Школа малакамплектная, канешне. І гэта асноўная на сённяшні дзень асноўная падстава, якую улады наши агучваюць, по якой прычыне школа зачыняецца. Хаця... Добра, вось у Вярховічах ёсць школа, я ведаю, там колькі вучыцца людзей? Ой, у Вярховічах там больш за 100 вучняў, по-моему. Там школа такая, яна добра адрамантаваная, аднак там таксама няма спартыўнай залы. Вось, ёсць таксама невялікая базавая школа у Каленкавічах у вёсцы. Яна базавая. Дарэчы, таксама беларускамоўная. Таксама беларускамоўная, так? Каленкавічах, так. А далёка адсюда? А вось, напрыклад, калі зачыняць вашу школу, то куды будуць вазіць дзяцей? Планавалі, я так понял, кіраўнікі аддзела адукацыі вазіць нашых дзетак у школу, якая знаходзіцца ў пагранічнай, у вёсцы пагранічнай. Гэта прыкладна 18 кіламетраў адсюль. Школа гэтая, яна, як ні странна, як ні дзіўна, яна таксама малакамплектная. Там, по-моему, калі мне не змяняе памяць, 56 і 57 вучняў. А у вас 50? А у нас 51. Прычым у пагранічнай сваіх вучняў асабіста з вёскі 15 чалавек. То есть такая ж малакамплектная школа. Аднак туды на працягу апошніх год укладваліся вялікія грошы. То есть гэтую школу зрабілі капітальны рамонт. Там аднавілі яе цалкам, амаль што заново адбудавалі. Пойдземся туды. А скажите, калі ласка, для людзей, прадставьтесь, калі ласка, кім вы з'яўляецеся? Маё прозвішча Кендысь, зовут мяне Павел Кендысь. Працую настаўнікам у Амельнецкай сярэдняй. А што вы выкладаеце? Геаграфію і фізічную культуру. А скажите, это цалкам беларускамоўная школа, і все прадметы выкладваюцца на беларускай мове, так? Прадметы выкладаюцца на беларускай мове. Я не скажу, што у нас размаўляюць настаўнікі і дзеці заўсёды па-беларуску ў школе, да, то есть на перапынках.
переходять в русську мову. Однак викладання ведеться на білоруській. Добре, дякую. Шановне господарство, хто тільки що до нас долучився, ми зараз знаходимося у вёсцы Амелянец, гэта сельскі дом культуры. Тут будзе сход. Вельмі дрэнны інтэрнэт. Будем стоять тут. Губляем глядашоў. Хто бачыць? Не, ёсць, но тут нешта такое вельмі... Гэта все ж такі сярэдняй школы беларускамоўнай. Вось. Прыйшлі людзі, прыехала кіраўніцтва. І зараз павінна ўсё пачацца. Вось. Журналісты, Белсат, радыёрацыя. Тут ёсць Камсомольская правда. Вось, будем стараться вести наўпроставы эфир. У школе гэтай вывучаюцца 50, здесь только что казал. У поселку Пограничный, там школа на 56 где-то. То бок, таксама яна маленькая. Ну і вядома, што пытанне гэта для гэтай вёскі сур'ёзнае. Потому что где вучыць, это все ж таки школа, это заўсёды нешта такое, что утварае вёску. Калі у школе, калі на вёсцы няма школы, гэта вельмі дрэнна. Гэта вельмі дрэнна. Ось, может, запытаемся. Скажите, пожалуйста, как вы ставитесь до закрытия школы? За, против, стрымаліся. А чому? Не хочется на камеру розповісти? Дякую. Извините, пожалуйста, покажите вашу аккредитацию. Или вы вправе здесь снимать? Какой аккредитация? Ну, мне Смотрите сказали... на нормативный акт, который мы должны показывать вообще. Проводилась аккредитация на последний, после зараз называлась? Ну, не знаю, мне надо, чтобы была бы аккредитация. Я ж маленький Будь человек. ласка, яку хотів акредитацію отримати? Ну, что вам разрешено здесь снимать. Ну, Закон Республіки Білорусь дозволяє не знімати. ну, не знаю. Конституцию почитайте, 34 артикул. Ви що не порушають закон Республіки Білорусь. Ми маємо право, повне право тут знімати. А мы не согласны, мы не хотим, чтобы нас снимали. Вас не будем здымать. Наши жители, например, не согласны. Кто Мы не хотим согласен? решить свою... Да нам выйти за. Гэта громадское место. Мы ничего не порушаем. А давайте поднимем, кто за, кто против, снимать или не снимать. Хотите, не хотите, это ваши проблемы, не мои. Итак, давайте проголосуем. Кто хочет, чтобы выносилось решение нашей семьи? Выносилось. Значит, поднимаем руки. Если не выносилось, значит, хочу, чтобы меня фотографировали. Вас никто не фотографирует. Чтобы фотографировали, кто не хочет. Мы будем сдымать кіраўніцтва. Да, идите на улице, выйдут люди, потом будете снимать. Я не хочу, чтобы вы снимали. Вас никто не здымае. Ну так вообще, это уже выходили. І што? Гэта моя краіна. Ну як што закрываюць беларускамоўную школу? І я хочу распавесці аб гэтым, што ў нас закрываюць беларускамоўныя школы. Спадарыня, гэта моя справа таксама. Я беларус і тут жыву, і тут мои дзеці жывуць. І я хочу, каб тут была і мова. І я хочу, каб про гэта все ведалі. Вы бачылі, якія там машины стаяць каля крыльца кіраўніцтва вашего? Вы на таких ездзіце? Чамусьці яны себе такія машины покупаюць, а школы закрываюць? Ад таго, што добра кіруюць, можа, не?
А вы не хотите, чтобы знали, что у вас у школе закрывают школу. Ну и не хотите. Гэта грамадскае место. Згодна Конституції ми можемо збирати і розповсюджувати інформацію, яку хотим, як хотим, не порушаючи. Коли вам тут не сподобається, ви можете вийти і все. А ми хочемо показати, як ви розбираєтеся з гэтым питанням. Ну не хотите, гэта ваша справа. Сейчас все выйдем, будете снимать, что сказали. Будемо знімати чисто зал. Пошли, відавочна, пошли совещаться, приймати рішення, бо яны не хочуть розголосу. Членовенство это, хоча може поглядим, може і хочуть. Але місцеві жихари, ось некоторые, хоча я не ведаю, хто вони, кажуть, що вони супраць КП знімали, но їх знімати ніхто не буде. Хто тільки що добавився до нас господарства, нагадаю, что мы зараз у вёскі Амелец Каменецкого района, где збираються зачинить белорусскомовную школу. То бок там вывучаецца 50 детей з нагоды нібыта того, что там дрэнная инфраструктура. Школа гэта драўняная, я там толькі што быў, у сродку я не быў, але выкладчыкі гэтай школы, настаўнікі і бацькі дзяцей, яны супраць, каб шмат хто супраць, каб эту школу зачынялі, бо вёска адразу шмат чаго страціць. Мы знаходзімся у клубе сельскім. Вот такі класічны клуб. Вось паглядзіце, сцена. Вось прыехаў тут гаспадар Зайчук. Как-то не вельмі любяць размаўляць чыноўнікі з народам, так вось наўпрост, калі прыйсці сказаць здаровенькі булы, паважаныя. Нет, недзе там схаваліся і вырашаюць, што ім рабіць. Тут есть журналисты с «Комсомольской правды», с Белсату и с радиорации. Ну и так само я, ваш, як кажуть, покорный слуга. Ось гэта вось Павел Амелец, настаўнік геаграфіі. З паперамі ў руцэ ён вельмі супраціў. Ён спачатку стрыма даваў камент. Ось я там. Скажа жанчына у сіняй курцы, што школа павінна быць, бо няма школы, няма вёскі. Я разумею, што не вельмі зараз цікава. Я просто тут стаў, у гэтым месцы, тут ёсць інтэрнэт. Так, Дзіма Фіцна, што закіпіш? Зміцер, ёсць час, магу асабіста цябе сказаць, што у школе, у сярэдняй школе вёскі Амелец зачыняюць сярэднюю школу. Мы знаходзімся ў клубе, прабачна, забалтаўся. Закрываюць беларускамоўную школу, дзе вучыцца 50 вучняў. І вядома, што народ супраціў, і вось тут будзе сход. Прыйшлі людзі, вяскоўцы, прыехала кіраўніцтва з Каменца, Зайчук прыехаў, Валянцін. Вось, і тут уже была сутычка, што нам сказалі, каб мы не здымалі, што тут жыхары супраціў, але супраціў толькі частка людзей, якія сядзяць там збоку. Не ведаю, там яны кіраўніцтва вёскі ці не кіраўніцтва. Вось. Ну, мы сказалі, што нам все роўна.
Хочеться на ми знімали чи ні? Тут є магазин на супротив, так. Ну така вёска звичайна, ви глядите. Вёска. Ось, вёсочка білоруська. Ну, просто мені вельми цікаво, чому так відбувається. Навіщо у нас настільки шмат чиновників, які працюють нібито на благо народу, так? А зачиняються школи, зачиняються там установи учебные, где и ось вы уявите себе, что зараз, коли школа закроется с наступного года, то деток будут возить за 18 километров. Ну, то есть, ну, там же есть и маленькие дети. Ну, сами разумеете, это не есть здоровая плынь, это вельми дрэнна. И прикро. Бо яка тоді користь шиновенства, коли вони зачиняють школи? І тим більше, що будуть дітей возити у школу там, де в учнів на 7 більше, ніж тут. Ну там, правда, є, як казалось, Павел Мелец, там є капітальний ремонт зробили, але все одно, це шмат питання возити діток у іншу школу. Народ зараз чекає. Учора вельми ось прийшли чиновники, ну і зараз почнемо. Еще раз, это для тех, кто только долучился, пока не начали. Это ось Валентин Зайчук, старшиня виконкома Кам'янецького. Хто побач з ним, я не ведаю. Ну і да, в зале вельми темно. Мы сейчас представим. Уважаемые сельчане, добрый вечер. Хочу сказать. Цель нашего визита, вы знаете, коллективное обращение поступило на райисполком, облсполком администрации президента. 1 декабря коллективное обращение граждан. Значит, 37 подписей, коллективное обращение. Согласно закона об обращении граждан и юридических лиц, 37 подписей выезжается, рассмотрение коллективного обращения выезжается на место, с выездом на место. Поэтому сегодня на нашей встрече присутствует председатель районного исполнительного комитета Зайчук Валентин Михайлович, начальник отдела образования Грицук Виктор Николаевич, первый заместитель председателя исполкома Шпак Денис Иванович, просто заместитель, курирует данную отрасль, директор
Агронилы, прекрасное предприятие, Бог Виктор Александрович. Ну, меня, наверное, уже все знаете, председатель Верховного сельского исполнительного комитета Сашко Геннадий Васильевич. Вот эти люди, которые я вам представлю. У нас также находятся непонятные для меня люди, которые присутствуют и делают съемку, которые мы не приглашали. Я хочу поставить на голосование, уважаемые сельчане, о присутствии этих людей на нашей встрече. Нет возражений? Кто за то, чтобы люди, которых я не знаю и здесь присутствующие, находились в данном зале, прошу голосовать. Кто за? Чтобы они были? Кто за то, чтобы эти люди присутствовали на данной встрече в этом зале? Владимир, посчитай. Считай. Ні, ну считай. Ну ось, звісно, людей, які, хоча це глупство, звісно. Это кто хочет, тем и останется. Да. Да. А кто не хочет, то и супроть Конституции А? тіяк. Кто не хочет, то и супроть Конституции тіяк. Нет, не можете поднимать, это глупство. Это глупство. Это глупство. Глядите, якое глупство. Люди голосують, каб журналісти були в залі чи не були. Тобто, хто проти, каб ми були, то супроть Конституції. Ну, гэта... Але гэта так цікаво. Не, і самае цікавае, што гэта глядзіць старшыня выканкама. Такой глядзіць і думаецца, што такое атрымоўваецца? Лечить разучились. Да. Выборов уже нема, не могут подлечить. Ну, на выборах треба лічыць, а не тут. На выборах Ты посчитай? не смяшыце людзей, працуем. Давайте, вставайте. Кто за то, чтобы присутствовали такие? Не смяшыце людзей з-пад вашым сталым веку, трэба сябе захоўваць з разумнейшым чынам. Данные товарищи, которые прибыли, будут присутствовать на нашей встрече. Давайте тогда представляйте, пожалуйста. Как еще раз фамилия? Гражданин Республики Беларусь Белец Евгений Ильич. Меня зовут Сергей Петрухин, я блогер, осветляю проблемы простых людей. И то, что вытворяют чиновники и силовики, их безмежна, нахабность и неграмотность. Оксана Бравыч, корреспондент «Комсомольской правды». Меня зовут Олег Левчук, я журналист телеканала «Белсат». Дякую. Ну, ось так. Люди. Ну, ваше волеизъявление, поэтому идем дальше. Пускай, пожалуйста. Значит, я хочу зачитать все, которые подписались, присутствующие. Вы знаете, что было написано в обращении? Или конечный смысл вы знаете, а что было написано, вы не знаете? А? Знаете? А? Тогда
Если вы не знали, то с вашего позволения я зачту полностью обращение, ваше коллективное обращение за вашими же подписями. Значит, ну я уже повторюсь, 1 декабря есть обращение Кенниса Павла Владимировича, где подписалось ниже 37 человек. Значит, 16.10.19 года подчас сходу директора Кам'янецької средней школи Кам'янецького району Брестської області Кеннис Миколай Николаевич повідомив об махчимим її закритті уже у наступному році. У шерегу основні причини, по яких районне керівництво збирається спинити працю школи, директора заступника, пожарна небезпечність об'єкта, другі – відсутність внутрішнього туалета і гарячої води, третє – відсутність спортивної зали. Ми знаходимо досить недоречними подобні аргументи на користь закриття, тому що керівництво району за весь період існування нашої школи не змогло виразити побытовые проблемы. Может быть, я прочитаю? Я писал, я могу зачитать. Вы не супротив? Зачем это будет робити? Я прочитаю. Так, наприклад, будівництво спортивної школи у початку 90-х років було спинено по незрозумілих для нас причинах. Кам'янецька середня школа з'являється одиною білоруськомовною середньою школою Кам'янецького району, а факт її закриття ми оцінюємо як ганьбу нашої системи едукації. Бо ще на початку 20-го століття 90% школ Кам'янеччини були білоруськомовні. Що відбулося і що відбувається? Ответ лежить на поверхні. Це знищення білоруської едукації. Закриття одинної середньої білоруськомовної школи. На підставі малокомплектності, пожаробезпечності і інших недоречних фактів є злочинство. Тому що пункт 1 артикула 90 Кодексу Республіки Білорусь об едукації свідчить, держава гарантує громадянам право вибору навчання і виказування на одну з державних мов Республіки Білорусь і створює умови для реалізації цього права. Коли зачиниться опошня білоруськомовна середня школа у районі, діти позбавляться можливості навчатися по-білоруськи. Хочемо так само звернути вашу увагу на той факт, що наша школа з'являється одною з малобюджетних школ, бо одноповерховий будинок у холодний період года потребує значно менше палива для обогреву, ніж типові школи району. І все таки одноповерховість дозволяє у випадку надзвичайного здарення хутко і оперативно евакуювати усіх, хто знаходиться у ній. Знову вигідно відрізняється від 2-3 поверхових школ району. Малокомплектність у минулі роки була головною причиною, за якою пропонували відмовитися від утримання Кам'янецької середньої школи. Але при гэтым схиліць з рахунків основную перевагу школи, яка витікає з той на малокомплектності, а менавіта індивідуальний підход до дитячих і як виник більша висока ефективність навчання. У нашій школі вийшло немало родних, годних, юнакових дівчат, які стали у винику активними громадянами своєї країни. Многие из них стали лекарями, наставниками, инженерами, керівниками державних справ. Уже 8 год запад команда Кам'янецької середньої школи регулярно виходить в тройку лідерів серед
19 школ района у интеллектуальной выборности, что Зекали и своя гульня. При этом без спортзалы, туалета, горячей воды и будучи древляной Аменецкой средней школой, опережая больше школ района школы города Высокая и школы города Каменска. Кроме того, наученцы Аменецкой школы неодноразово становятся призерами областной олимпиады по белорусской мове и истории. Коли керівництво района, ведаючи про такі факти, спішається зачинити інтелектуальним культом, хай откаже, називаються такі, як називаються такі дії. Ці не з'являється это подрывом системи едукації Кам'янського району і мовної дискримінації відносинах до громадян, які жадають вчитися і працювати в Білорусі СРО. До того ж, постає питання, яким же чином ми маємо відказність і заховувати свою малу родину. Закриття школи хутко приведе до повного занепадку таких населених пунктів, як Кам'янець, Дубравці, Волкосталь. Отсутність школи разом з іншими несприяльними фактами буде приїзду на сталое место жительства молодых семей, об тем, что уже живут в наших вёсках, подштурхає для хуткого виїзду у інші місця. На сьогоднішній день офіційна районна влада факт закриття школи не підтверджує, але робить все можливе для этого наприклад, наставники школи заповнили відповідну форму з питаннями кшталту, де жадають працювати після закриття школи. Тому ми, які ниже підписалися, просим предупредить принятие решения об закрытии Аменецкой средней школы. Другое. Провести проверку и дать нам подробный отказ на питание, чему финансовые сроки в районном бюджете размерковывались таким чином, что за 30 годов основания незалежности Республики Беларусь Аменецкая средняя школа не утримала сроков на то, что на спортивную залу и на туалет. Оказать усебаковую допомогу у виконанні капітального ремонту згодно з діючими нормами законодавства, як підстави для закриття школи були ліквідовані. Вот я вам зачитал текст вашего обращения. Может, кто-то слышал впервые? Значит, Владимир Михайлович, как поступим дальше в свою работу? Будем отказывать питание, те, которые есть в обращении. Здесь собралось много народу, надо посмотреть, что в целом людей учителя собрались, да? В основном все жители деревни Аменец. Но правильно сказано в обращении, что возможность закрытия обсуждается. Никакого решения о закрытии не принималось, и уже было обращение Александра Нищука ко мне, я официально подписал ему ответ, что никакого закрытия пока, ни о каком закрытии пока речи не идет, пока изучается вопрос, и этот вопрос изучается всесторонне, потому что не так просто сегодня, я понимаю, закрыть школу в населенном пункте, потому что это рабочие места, это и удаленность, скажем так, доставки детей, это переживания родителей о том, что дети попадают в другую школу, какая бы она ни была, там Верховичи, для нас ближайшие или Коленковичи, или пограничная,
будут возить детей, подвоз будет осуществляться. Поэтому мы на сегодняшний день всесторонне изучаем вопрос вот этот, который поставлен в обращении. И для того, чтобы принять взвешенное решение, как нам быть дальше, есть несколько вариантов, естественно. Оставить школу и сделать ее базовой, и оставить начальное звено. Ну, вы знаете, что на сегодняшний день, в принципе, такова школа, она находится в 2 зданиях. На сегодняшний день обучается 51 учащийся. В одном здании обучаются 5-11 классы, 30 учащихся, 5-9 24, 10-11 6. Построено здание в 1979 году. Также есть второе здание, где обучаются учащиеся 1-4 классы, 21 учащийся вместе с детским садом, данное здание 1981 года. И в данном здании имеется центральное водоснабжение, 2 санитарные комнаты, оборудованные горячей водой. В первом здании, к сожалению, этого действительно нет. Имеются 4 кабинета, и сегодня, конечно же, нам, чтобы планировать и бюджет будущего года, надо определяться, потому что, естественно, если все дети в районе практически обеспечены теми благами, почему эти дети должны быть, ваши дети, в чем-то ущемлены, если мы там примем решение о том, что школа должна существовать, и каким-то образом придется то ли капитальным ремонтом, то ли текущим, приводить ее, естественно, в те необходимые условия, которые бы соответствовали санитарно-гигиеническим требованиям, пожарным требованиям, противопожарным требованиям. Поэтому собрали, значит, сегодня будем обсуждать. Но, наверное, самое главное, то, что принимается решение или не принимается, о закрытии школы, вы все прекрасно понимаете, это зависит от наличия учащихся, от контингента обучающихся. Потому что на сегодняшний день контингент учителей, он комплектован, в принципе, ну, если кто-то уйдет там, по окончанию учебного года, я думаю, это удиктуем. Такой острой проблемы в данном вопросе нет. И, в принципе, на ближайшие годы просматривается уменьшение контингента обучающихся, поэтому и стоит такой вопрос. Если бы сохранялся контингент учащихся, то, конечно же, бы вопроса не стояло, был бы вопрос о том, как решить проблему бытовые обучения. Ну и на сегодняшний день, конечно же, расходы на содержание в целом в Амелинецкой школе они почти 5,9 тысяч рублей составляют на одного учащегося в год. В целом у нас по области 2,6, по Каменецкому району 3,7. Поэтому вы видите, что более чем 2 раза расходы выше, чем в среднем по области. Поэтому есть разные варианты. Можно для того, чтобы улучшить условия, оставить базовую школу, потому что, естественно, необходимо будет, если мы не решим вопрос пристройки санитарных комнат, то необходимо будет освобождать кабинет и делать в одном из кабинетов санитарные комнаты. Есть вариант оставить детский сад, начальную школу. То есть это однозначно, что начальная школа, она останется здесь. В сегодняшний день в детском саду 12 воспитанников, учащихся 21. Ну, также ремонт текущий мы проведем однозначно в данной школе. В принципе, вот такие подходы, и никакого решения, еще раз повторю, о закрытии не принималось. Идет нормальный, обычный рабочий процесс. Мы дома взвешиваем свои расходы, доходы. Точно так же мы сегодня взвешиваем те варианты развития событий, которые могут, по которым дальше может развиваться ситуация. Естественно, перед тем, когда мы принимали это решение, мы нигде просто так не закрывали школы, везде проводились собрания,
везде трудовые коллективы, которые были, они были люди трудоустроены. На сегодняшний день, после закрытия школ, хочу сказать, уже у меня вот получается, при мне 2 школы закрывалось малокомплектные. Ни одной жалобы от родителей после этого не поступало. Люди довольны теми условиями, которые мы создавали для подвоза, в первую очередь, для того, чтобы дети чувствовали себя в безопасности, для того, чтобы не нарушался учебный процесс. Ни одной не поступало. Поэтому, конечно, выслушаем ваше мнение, как мы учтем это все при принятии решения, и никаких решений скоропалительных, каких-то необдуманных, их не будет в первую очередь. Поэтому как бы у меня все, что я хотел пояснить, и готов отвечать на вопросы ваши, в первую очередь тех, кто обратился. Ну, тут в разных обращениях по-разному, 39 человек, и в интернете подписалось значительное количество готов не закрывать школу. Ну, если хотя бы кто один из них сюда переехал, то, конечно, мы предоставили, наверное, и работу, постарались бы и жилье, если бы они привезли деток сюда. Валентин Михайлович, Школа бы осталась, поэтому... я вибачаюся, я хотів би взяти слово. Не перебивайте, пожалуйста. Вам слово разрешу представиться, ну я разрешу позволим представиться. Не спешите, Павел Владимирович. Так, да, Павел Владимирович? Не спешите, дадим всем желающим высказаться. Вы же видите, нас... Так я желаю высказать. Как демократия, мы решили, что остаться корреспондентом. От вас тут не залежит, есть закон, вы нам разрешили. Есть закон, конституция. Закона выгонять меня из Сульняма. У нас, в принципе, строк в основном местного населения. И в первую очередь мы предоставим вам, тем, кто желает высказаться. Поэтому разговор должен быть конструктивный, конструктивный вопрос, конструктивный ответ. Если нет ответа, то мы все запишем и в письменном виде дадим ответ. Если сейчас не будет возможности ответить на какие-то вопросы. Есть желающие? Павел Владимирович, Пожалуйста, Павел Владимирович, вам слово. Великий дякую, что дали мне слово. Мне есть что сказать, тому що я автор петиції. І, по-перше, хочу подякувати усіх тих, хто поставив свої підписи під этой петиції. Щиро вам дякую, що не побоялися, не стояли в боку. Це питання тичиться вас особисто, і ця петиція ні одному мені потрібна була. Ось. Тому я ще раз скажу, що виражаю тут консолідовану думку ось тих 37, а так само ще каля 2000 людей, які підписали електронну петицію. Текст звороту точно такий же самий. Я б хотів би невелику таку хронологію розказати, з чого все почалося і як відбувалося. Почалося все зі сходу наставників, який відбувся у Андріївській школі у кастричнику місяці. Там так і написано. На гэтым сходе Николай Николаевич, наш директор, поведомив колективу, що у, як ми зрозуміли, будучи в навчальному годі, школу хутчэй за все закриють. Чому? Були названі причини. Гэтыя причини відсутність внутрішнього туалету, відсутність гарячої проточної води, тое, что школа драўляная, а значит пожаронебяспечная, ну и плюс еще отсутность спортивной залы. До речі, наконт спортивной залы, еще раз хочу сказать тем, кто не ведае, на початку 90-х, видать, был проект некий по будівництву этой залы, бо стоял фундамент по периметру уже. І есть такі звістки, що на будівничі матеріали були. Але куди цей спортзал потім підвався, ніхто не ведає. Ось. Що відбулося далі?
Вирішили скласти петицію і накерувати її у некілька інстанцій. У адміністрацію президента Республіки Білорусь, у Міністерства адукації Республіки Білорусь, а так само розмістили петицію в електронному варіанті у інтернеті, яку після керували у облвиконком і райвиконком. У своїй петиції ми ось ці причини закриття школи якраз і оговорили. І ми лічимо недоречними ці причини, тому що справді за опошні, як мінімум 25 років, сродки на капітальний ремонт або на бягучий ремонт держава не виділяла на цю школу. Все робилося силами колективу наставників, директора, батьків. Тому по якій причині раптом вирішили зачинити школу? На мой погляд, тут все доволі просто. За 18 километров от нас, до Мелинца, есть вёска пограничная. Там стоит такая же самая малокомплектная школа, как и наша. По-моему, там научается 57 учнів. З них только 15 человек, это уласно детки з пограничной вёски. У эту школу протягом нескольких годов укладывались великие гроши. Это ни для кого не секрет. Хоча за все, что это сродки республиканского бюджета. Школу сапраўды отбудовали, можно сказать, заново, обновили. Там все блескотить, там все блескучее, новенькое. И тому зараз повстало питання заповнення этой школы. Бо деток там мало, а школа великая, двухповерховая, там спортивная зала есть, и так далее. То есть, хоча за все, что нашу школу, это мое меркование, и я думаю, что больше сходится за это меркование, что эту школу нашу зачиняють худший за все з метою заповнити школу у пограничну. Далі такий же льос, худший за все, буде чекати і школу у Коленковича. Так ось питання таке, а чому вибрали пограничну школу, яка знаходиться на периферії району, за 50 кілометрів від райцентра? Чим вона ліпша? І вона така ж сама неперспективна, як і наша, там нема дітей. То, може, варто було б закрити пограничну і возити дітей в Амілянець, і зробити капітальний ремонт, зробити туалет. Ось. Ми написали цю петицію, і ми від своїх потребувань не відступаємо. Навіть це не потребування, а просьби. Ось. Да? Я ще раз просто зачитаю, озвучу. Просьба первая. Продухилить принятие решения об закрытии Мельнецкой США. Это головное. Другое. Провести проверку и дать нам подробный отказ на питание, чему финансовые сродки в районном бюджете размерковывались таким чином, что за 30 год основания Незалежной Республики Беларусь Мельнецкая США не отримала сродков не то, что на спортивную залу, а навіть и на туалет. И третье. Оказать усипаковую допомогу в виконанні капітального ремонту згодно з діючими нормами законодавства. Як підстави для закриття школи були ліквідовані. Потім, я ще додам. Ось заявлялося дирекції, що це є основні причини. Тобто, ось ці побутові недохопи. Однак, коли з'явилася петиція, і вона була опублікована, раптом змінилися акценти. Тобто, коли зараз запитатися з того ж Віктора Миколаївича, чему школа зачиняется, то все будут рассказывать у голос, что школа малокомплектная, дети не народжаются, семьи выезжают. То есть основный акцент робится теперь на малокомплектность. Скажите, батьки и наставники, какие были сходов на батьковском сходе, на сходе наставников, ці робився акцент на эту малокомплектность месяц тому? Нужно вот более. Так чи нет? Нет. То есть називалися конкретні причини. Тому і з'явилася петиція з відповідними потребуваннями. Ліквідуйте ці недохопи, отремонтуйте школу і все, і будемо далі працювати. Ні, коли з'явилася петиція, одразу змінилися акценти. Стали нажимати на те, що все одно ми вас зачинимо, тому що мало дітей. І, шановні, не потрібно мені винуватити тим, що я бицем
палітызірую гэтае пытанне, што я баламучу народ і гэтак далей. Не патрэбна народ лякаць палітыкай. Гэтае слово, оно зусім не страшнае. Гэта сфера жыцця грамадства, праз якую кожны грамадзянін, дзякуючы канстытуцыйнаму праву, ажыццяўляе сваё права на ўладу. Вось і ўсё. А тое, што тычыць, што мы падкрэслілі, што школа беларускамоўная, і таму яе патрэбна захаваць, это таксама маё меркаванне, я гэтых слоў не адракаюся. Хіба вы лічыце інакш? Засталося разам з Каленкавічамі, там, якія у нас яшчэ беларускамоўныя ёсць. Все, 2 школы беларускамоўныя. На раён засталося. Так? То есть, зачыняюцца апошнія астраўкі беларускамоўнай адукацыі. Вы лічыце, гэта не ганьба? Я лічу, што гэта ганьба. Мы вот сёння чулі, як адзін з чыноўнікаў зачытваў петыцыю. Скажыце, вам спадабалася, як чытаў чалавек? Вы нічога не зразумелі з гэтага чытання. Я таксама. Я свою петыцыю наизусть ведаю. Аднак тое, што прадстаўнік улады не умее чытаць па-беларуску, гэта вынік таго, што ўжо доўгія гады адбываецца вось гэтая, ну я не побоюсь гэтага слова, русифікацыя. І вы хацеце зачыніць яшчэ одну школу, каб дзеці ўвогуле нідзе не маглі пачуць той беларускай мовы. У нашай школе няхай дзеці і настаўнікі не ўвесь час паміж сабой размаўляюць па-беларуску, аднак яны чуюць гэтую мову на уроках дакладна. І таму я вось вам усім раю звярнуцца, я рэкамендую звярнуцца да настаўнікаў Амельнецкай сярэдняй школы для того, каб взять майстар-клас по беларускай мове. Кожны з вас, нават настаўнік хіміі, фізікі, дасць такі урок. І ён вам не пашкодзіць. І было б вельмі выдатна, каб зараз ад вас чулася гэтая беларуская мова. Итак, а зараз ад критики перейдем до справы насущных, так? То есть, раскажите Крылацкую, сапраўды, як же размяркоўваліся тыя сродкі грашовыя, што за 25 год мы не атрымлівалі ні на капітальны ремонт, ні на цякучы, ні на бягучы, ні на які. А зараз вось нам ставят в упрек, что у нас нема того, нема гэтага, нема третьего там, тому нас потрібно закрити. Крылацка. Николай Николаевич, сколько вы здесь работаете? Сколько вы лет работаете директором школы? Директором школы я работаю с 93-го года. Это сколько лет? 26 года. 26. 30 лет Павел Владимирович сказал, и 26 поэтому. Ну давайте, наверное, вас спросим, как вы как руководитель школы, как бы, наверное, более внятно вы можете объяснить присутствующих в этом зале. Потому что предрайисполкома 3 года, Виктор Николаевич, ну потому что Виктор Николаевич нас поправит. Пожалуйста. По вопросу белорусской мовы мы пытались. Новый и последний вопрос, который... Что хочу одразу сказать. Я думаю, тут и большая насельництва дома никто не размовляет на той белорусской мове. Учиться все в школе у нас иде наоборот, примусовый переход на белорусскую мову, а не на русскую мову. Дети в своей большости жадающие учиться именно на русской мове. На русской мове хочу подкреслить это. Бо когда жили переходят с города до нас сюда, никто не разумеет эту белорусскую мову. 2 человека вот зараз приехали с других мест, в 9 классе учатся, им хоть новые подручники покупать. Далее, такое есть материальные сродки. Материальные сродки, як в свой час у нас и котельной не было, и палива. Ось той котельная, яка стоїть перед клубом, була Шустіна, якраз 92-й, 93-й год, 94-й, це годи того застою. Отопление шло на и колгоспные домы, и на клуб, и на школу. В год школа, районный отдел эдукации закупала 200 тонн вуголю на отопление всего этого. Но в господарках, як таковых, палива не было. Отдел эдукації вирішив будувати свою котельную.
І в 99-му році спочатку була зроблена котельная в прибудові до майстерні школи, а на будущий год, у 2000 році, була зроблена сучасна модульна котельня, яка і зараз працює, якою зараз 19 років. Це сроки і немалі були вкладені. 2004 год, це з тих буйних, хто поступало на школу. В школі був зроблений одной з перших у районі, ну, покупок, будемо так говорити, автобус «Газель», який вже 15 років зараз, а вона ще на ходу, виглядає як новенька, подарунок президента. Далі, зараз на зміну цієї «Газелі» прийшов сучасний автобус, сучасний, якому тільки 3 роки. Ну і говорить, що так одразу ж нічого. На отопление кожен год йде в школі прикладно 40 тонн брикету. Возьмем дров, 8-10 ков йде кожен год. Електричності ми не смарт розходи, сам по собі розходи електричності невеликі. На ремонт, ось тут упоминалося слово батьков, тільки один раз за весь час існування були збори, добровольні збори з батьків на оформовку школи самої. И то, кто сдал, там, насколько я помню, сколько, 17 чи 18 человек, докладно я не помню, и школа была пофарбована в зеленый колер. То я было зроблено. Это один раз. Больше никаких сборов с батьков никто не збирав и не будет збирать, пока что працюю не вызнали директором. Далее. Так все вроде бы просто. А возьмем харчевание деток, что детки все у школе харчуются бесплатно. Доплаток такових нема ніяких. А харчування тих діток, ось зараз держава дає дотацію рубль 41, ну там в залежності від условий. Це все ж державні гроші, які фінансують. Поступлення, ті ремонти, які ми робимо. В час давали шмат металолома, шмат макулатури здаємо кожен год. За кожен цього, ну і проводимо бігучі ремонти. Звісно, ми не потягнемо ті туалети, безумовно, то подогрев горячей воды тут. Но все остальное мы могли и робили за свой кошт. За кошт, что, які мы сами заробляли. Ну, это те расходы, які они были. Тут вспоминалось питание еще и в спортивной зале. Я вам такое сказал бы. Это было в часы, я думаю, старейшие люди ведают. Ну, Господи, говорят это, я скажу. Не так оно все просто было. Свой час, коли ще старшиною був Владимир Леонтьевич Бідуля і раніший директор за мене працював, був договор об тим, що сюди перевезуть побудову школи старої пограничної, яка там була, і тут побудують спортивну залу, дерев'яну. От це було зроблено, і фундамент, який це привезли, був зроблений. Десь тягом часу отказалися керівництву, тим дякую, і Бідуля Владимир Леонтьевич, наскільки я ведаю, від цієї побудови, і вона була закрита, так говорити. З того фундаменту, що був зроблений, зараз зроблений склад для заховування торфобрикету. Він є. То, що є. Це то, що за 1000 років. Ну, є ще які, я вже помню одразу. Белорусскую мову, я вам такое еще сказал бы. Наставники, конечно, володают той белорусской мовой, но коли те, что приходят с города наставники, им приходится переучиваться, конечно, разумеете. Город у нас в основном размовляем на русском, не на белорусском. Это тяжко. А от меня, якраз я отдел адукації потребує, школа білоруськомовна, значить, зараз правоводство повинно бути на білоруській мові, усі уроки повинні вестися на білоруській мові, усі інструкції, обов'язки, все правооборот, зворот робиться у нас на білоруській мові. Но це добре чи древно, хто його ведає? Некоторі з батьків говорять, учей би зачинили цю білоруську мову, учей би зробили. Но у нас статус такий білоруськомовний, значить ми їм і користаємося. Скажуть, що перейти на русскую мову, перейти, но будуть тяжкості, безумовно. Я не сказав би, що в дітей будуть тяжкості. Я не адаптований в пользі своєї білорусі до русської мови. А от русські до білоруської – це жить. Ну, в сувязі з тим, що максимальне закриття, ну тут, конечно, причин их много, ті причини в першу чергу, ну, не ті
Основная это малая колькость детей. Это основная причина. А ту первую причину, чому Агутів на Високому сході і на тим, нам санстанція це написала. Я вам Агут вам усім говорив, це було написано у постанові санстанції, що на основі чого. Ну, я резюме зробив тим, що це я не потягну ремонт. Максима закрыть все. Ось що я о чим говорив. А кількість малих, ви самі відаєте, ж малодітні сім'ї куди виїжджають, сидять, отримують коти. А чому їх туди вивозять? Чому? Це вже не моє питання, не питання влади. Вивозять їх чи не вивозять. Им же квартиры в городе дают, а не в деревне. Если в деревне построили дом, они в деревне... Конечно. Ось Это такі специально люди. вывозят, чтобы тут не было людей. Ой, це не моє Да, питання. построили, да. Тут дом, да. Я Молодым инструкция семьям, против него, которые... как основала эта школа, не хотелось мне николи быть опошним директором этой школы. Хотел я, это все мои подходы вы ведаете. Но життя, мабуть, мене это заставляет нервов не хапает, женщины, А всем не дают. Какая-то приедет издалека. на эти подписи, и на эти письма разом, и на все разом. Запросtovать, дай Боже, до Нового года. Мне все. Николай Николаевич, у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, народу, перспектива трехлетнего развития школы, дальнейшая, имеющихся на сегодня у нас детей. Наступний у 2000 році в школу у нас повинно прийти 6 учнів. 6 учнів, сколько учнів? Пойде 2 учні з 11 класу і по сучасній зараз з 4 учнів 3 уходять з 9 класу. Ну, окрім тих, хто виїжджають, хто тут сім'ї, які виїжджають, хто в Органічну, хто в Кам'янецьку, Високе, я думаю, на уровні 43-44 дітей немає. Человек. В течение 3 лет, так? Ні, це третій год. А далі буде наступний год, 21 школу у нас по наших паперах це 4 учні, і потім знову 4 учні. А далі вже спати ще менше. Справа в тім, що і в сільському совєті, наскільки відаю, шмат дітей, які зареєстровані тут у сільському совєті, вони фактично тут не проживають. Є і таке. Возле бабушки зарегистрировали? Зареєстровані біля своїх, так, де мати зареєстрована зі своїми батьками, то є бабулі, вони зареєстровані тут, але тут фактично не проживають. Ну, а в этом году, он показывает, завтра народилось только 2 детей. Які вроді, які сюди пойдуть, будемо так говорити. Максима, коли не виїдуть. Ось така ситуація і з мовою, і з усім. А затрати вам назвали ось сьогодні 5900 на одного учня. Що так много? А ось то є саме брикети, палива і зарплата наставників. А на старшиню виконкама які затрати? Я ще раз. На старшиню виконкама Кам'янецька які затрати в год? Що, з повного бюджету? В з бюджету. Бюджета, ну, з бюджета ще може на вас більше уходить штрафи. Я тут ще хочу сказати, не так воно все просто для наставників. Тут я бачу і не повставали, і голосували. Люди добрі. Є таке фінансування нове, яке почне працювати з 1 студеня. І ось тоді буде певна норма на кожного учня в школу. І там не буде 5900, а там максимум буде і 4. А это все и ваш заробок у темнику. И откуда взяться грошам на те же самые ремонт. Чиновників позвольнять, їх вельми шмат. Чиновников, вся держава тримається на чиновників. Серйозно? Я з вами не буду говорити. Чиновників Не перебивайте держава мене. тримається. Тому і школи зачиняються, що на чиновників стільки. Що у будь-якій державі повинно бути керівництво. Адекватно. Анархії не повинно бути. Адекватне керівництво. Керівництво наше адекватне, яке є. І воно завжди йшло нам на зустріч і школі на зустріч. Так що не стоїть політизувати цей процес і робити ось такі заходи з усім незрозумілої в деякій мірі. Так що, панове батьки, подумайте, коли ласка об тим. Я тут не пропагандую закричу. Мне хотелось, чтобы вона існувала ще шмат і шмат. Але где-то, где взять одно. Ну і другое, скажите, коли ласка, треба вкладывать гроші туди, где ведаешь, что раз, 2, 3, хоть 5 годов максимум закриють эту школу. Тим все ж ездить туда,
где все обставины, все умовы для навчання есть. І коли вже така мова питання постає в белорусской мове, то можна ж і там відкрити белорусскомовний клас, в конце концов. Було б жадання тільки дітей і учнів. При одном условии. 75% родителей школы должны проголосовать за мову. Так что тут Либо хотя такое. бы подойдите на эти, когда вы все упоминаете свою пограничную. Конечно, там будовали, вкладывали все гроши. И они помимо нас шли. Но то, что там будет однозначно учиться, легче, безумовно. Я еще раз хочу открыть, поговорить на социализацию ваших детей. Вот поглядите, коррелатка, в учном классе 2-3. С кем им злости не подкидывать? С кем заводить сябровство? І можливо будувати своє будущее життя, сім'ю заводить. З ким? Все знайомства відбуваються на створенні сім'ї. В основній школі і учаться в інституті. Коли будуть на працю, часу на то нема. Де учаться діти, заводять гуторки поміж собою. Навіть на той самой білоруській мові. Де це буде? Ось коли діток в класі, хоча б мінімум до 10. Навіть в особистих школах у місті, скільки там набор, 8-10 учнів у класі буває. Ось такі підходи. А що тут навчаться, якщо в класі буває 2 учні, і з якими тяжко працювати? Научіть їх тяжко. Ну, бувають такі емоції, зараз 10 клас, хороший клас, нічого не скажу. 3 учні, і 2 переможці Олімпіад районних. Ну і третій там мало, третя учениця мало стає. Такими любо-дорого працювати. Ось такі підходи, люди. Если еще есть питание до меня, задавайте. Вопросы к Николаю Николаевичу есть, уважаемые члены? Пожалуйста. Значит, позвольте Он представить. не ко мне, Вера Николаевна. Ну, это до всех. Может, кто мне еще не ведает, я працюю год наставниця русской мови і літератури Мілянецької середньої школи. І я б хотіла б сказати на фонд будучи своїх учнів, ось, за яких я вельми хвалюю. Я до їх привикла, як до своїх. І коли зараз вони вчаться в білоруській мові і опошній год переходять на русську мову, то, коли ласка, тут треба подумати ще, куди і що. Тим більше, це учні, які збираються поступати в університети і хочуть вчитися далі. І для них це просто може бути проблема. Другая проблема – након соціалізації. Я лічу, що соціалізація, вона може проходити і поза школою, і в різних других місцях. А в школу учні повинні приходити вчитися, а порозмовляти можна всюди. І ось коли учень, і якраз у нас в цьому справа йде нормально, тому що, як ще сказав Миколай Миколаївич, наші учні – переможці Олімпіад і переможці конференції. І тому соціалізація тут зовсім не підходить. Якраз соціалізуватися можна у маленькому класі. А от до нас прийшов учень з Брестської школи, з Вялізної школи. І з чим він прийшов? Він прийшов 5 двоєк має за чверть, і тільки в нашій школі він знайшов ніяку підтримку, соціалізацію, і він каже, мені хоча б тут цікаво, я можу виказатися. А у великих школах для учнів, я не говорю про всіх, у многих великих школах для таких простих, нормальних учнів, як наші сільські діти, для їх нічого не буде робитися. Чим більше клас, ось хто-небудь проводив наукове дослідження, де легше учню у великому класі, чи в маленькому, де він отримує діти, чи той, хто з города йде до репетитора найматися. Я в це ведаю в великих школах, що їздить до репетитора, хай спитається, ось тут у нас є учні, і хай спитають, хто з них ходить до репетитора, і поступає у різні університети. Дякую, Віра Миколаївна, за вашу інформацію. Давайте запитаємося визначно. Вони будуть сьогодні у залі, на якій мові ви хотіли б навчати? Смесенная белорусская. 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 Да, білоруська мова. Так само белорусская, хотя мне уже осталось нормально полгода учиться. Я не хочу, что это дрянно, и у нас 8, половина старейших учнів всі хочуть вчитися на белорусской мове. Навіть більше, ніж половина, 9, 10. Навіть ми, з моєю однокласницей, ми хотіли далі навчатися на белорусской мове. Это не дрянно. Тим більше, що ми живемо у Білорусі. Дякую. Я так само хочу навчатися на білоруській мові. На білоруській мові. Дякую, ребята. Вот міркування
учнів, який навчається в Мілецькій середній школі. Хто ще хотів би висказатися? Да, Владимир, а вас назначили ведущим собрания? Николай Николаевич, я хочу к вам обратиться. А детей пригласили? Мне нравится ваша школа за того, когда в классе мало учеников, учителя над ними работают как репетиторы. Они учатся хорошо. В больших школах, правильно сказали, для меня образование не такое, но все идет, но тут лучше, и надо эту школу сохранить. Хорошо, почему хорошо? Учителя 4 человека в классе, и она не может навести порядок. Это хорошо? Это хорошо, надо. А вы в большой школе учились, я вышел с высокого, я учился в большой школе, и я прекрасно понимаю, где много учеников. Может быть, к твоему ученику относится хорошо, его с ним занимаешься как отдельно репетитор. Нет, это... Если я знаю, что у нее 4 в классе, мой ребенок, она к нему не относится как к репетитору, чтобы она его учила отдельно. Нет. Я пришла из-за этого. Ну, если все дети, но Если моего объясняет, ребенка учит хорошо, моего я знаю, она не учит. ну не знаю, в классе у них все понимают. Не все понимают. Аня, Она не может навести порядок. Хорошо. 4 ученика в классе, она не может навести порядок. Почему я один раз приехала, ее нету в классе? Почему? 4 ученика в классе, ее нету в классе. Почему? Она сидит в учительской, чай пьет. Ну, это не знаю. Если бы я не видела, я бы не говорила. Надо учителей, они переживают за свои места. Учителя у нас хорошие, никто не спорит. Ты посмотрите, везде олимпиады, везде выигрывают, а на меня все игры школа невысокая, никак не Они выигрывают. учат детей, которые быстро хватают. Быстро хватанул ребенок, и не научит. Аня, отдашь пограничную, то вообще ничего не будет. Ты что будешь переживать, где он делся? Значит, тогда пускай занимается хорошо со всеми 4 детьми, а не тот, который быстро хватанул, и все внимание ему. А до 24 ну быстро хватает. А дома закрепить. А учителя для чего деньги получают? А для чего? Подождите, давайте бардак этот прекратим, давайте будем конкретно. Представьте, какой вопрос. Гоголь Валентина, 4 детей, 3 уже взрослых. И с деревянным туалетом 2. Первая степень годности, один уже закончил армию, другой пойдет, только учится в университете. Если дети хотят, они учатся, учителя у нас хорошие. Они стараются, это неправда. И он тоже человек, он может выйти чай попить, он человек такой, как и все. И ты тоже на своем рабочем месте. Это есть перемена, а не учебный урок, когда идет. Ясно, мам? Урок должен быть уроком. Да, но у меня 4 детей, они если хотят, они учатся. Учителя то, что надо, они преподносят. Ну, мы услышали все, обои. Валентину одну услышали, вас услышали. Николай Николаевич, будет вопрос. Директору За школу. 25 лет стажа работы. Есть вопрос тоже, насколько я понял. Ко мне обратилась эта мама сегодня, сказала, что дочка ее, ну как, позвонила ей по телефону, мама сказала, что включила громкую связь. Там разговор какой-то был, и вопрос был ко мне о том, что куртка девочки упала в гардеробе, и кто-то прошелся по ней. Что, не знаю, значит, претензия была к учителю, что учитель не смотрел за этим. Я объяснял, что возможно любая ситуация, ветка может упасть, и дети пробежать, все может быть. Надо было, говорю, сегодня это было, не сегодня, говорю, это было раньше, когда я там уже не уточнял. Это по поводу учителей. Ну, я думаю, вы сами понимаете, люди, что эта ситуация возможна в любой момент с любыми детьми. Любой школе. Слово предоставляется Виктору Николаевичу Лексуку. Я не думал выступать, Отдел образования. уважаемые присутствующие. Но я только знаю одно. Значит, здесь присутствуют дети, я не знаю по чьей инициативе. Значит, я знаю, что школа такую команду не говорит. Во-первых, спасибо, дети, что вы пришли. Болеете за школу, я ваше мнение уже знал раньше. И, пожалуйста, идите домой. Готовьте завтрашний день, уже завтра вторник. До свидания.
Вы можете находиться. Никто Виктор Николаевич, а по какой причине вы их выгоняете? А они не хотят уходить. Если мой ребенок, мне нельзя его одного оставлять дома, он со мной, то что? А моя пешком пойдет? родители есть, да? Если моя 4 километра, она будет пешком идет или на улице посидит? Да вам говорите, еще такого я не видел. Мы приехали для того, дети подписывали петицию. Если я по петиции пройдусь немножко, Павел Владимирович очень хитро вас всех обставил. Я бы сделал вывод, что вы не читали ее до конца. Там же он не указал в петиции малокомплектной школы, но он указал ее в конце. В конце. Это основа основ. Я не буду вас сегодня переубеждать, но вы уже найдете. Я вас попрошу, пойдите, пожалуйста, в зал туда, в библиотеку. Пойдите туда. Николай Николаевич, проводите. Виганяю з дітей. Я нагадаю, що ми знаходимося зараз у школі. А что, мне заборонено махать головой, или что? Кто заборонил? Вы заборонили? Вы не маете права мне заборонить. У нас свобода слова. Это юные громадяне нашей країни. Ось і все. Тим більше, що вони в учні Амелянецької середньої школи, і це питання напрямую до їх дотичиться. Если они сюда пришли, значит им эта школа не безразлична. Хорошо, очень хорошо, что вы за школу. Я, уважаемые присутствующие, не буду ратовать за школу, но таких больших победителей соревнований, которые тут у вас уже сказали, вы русскоязычная, и у нас каждая школа в Олимпиадах побеждает. Каждая. У каждого есть свой временной период, свой предмет, свои любимые учителя работающие на износ и прочее, прочее, прочее. Что, Павел Владимирович, я не могу сказать, что у вас такая интеллектуальная игра, что никогда. И не больше того, где участвует 4-5 человек. Ну это так. Я так для председателя, чтобы людям не туманить, присутствующим людям не туманить мочи и мозги. Уважаемый Павел Владимирович, я знаю, что присутствующие ваши помощники здесь сидят. Я знаю людей, которые учились со мной в ВУЗе, и знаю этих людей. Я думаю, что вы слишком политизировались. Лучше бы вы сделали больший упор и уклон на предмет, который вы преподаете. Например, ту же географию и, например, ту же физическую культуру. Потому что я родителям открою сегодня тайну. Вы ведете эту физкультуру для того, чтобы вы получили гроши. Я вам пропоную їхати у Амелянець і працювати замість мене наставником фізичної культури. І ви отримаєте більше заробок, чим зараз отримуєте. На 87 рублів, коли я не помиляюся. Значит, я вас предупреждаю о том, что вы очень ошибаетесь. И так вы посмотрите на этот предмет очень тщательно. Потому что он является основным сегодня, одним из основных по состоянию здоровья. А элемент урока я увидел напрямую. Я его увидел. Стоит две ученицы и щелкают теннис. Найдите мне в программе такой предмет. Найду и покажу. Да, особенно сейчас говорю. Ладно, это так, для вас, чтобы вы понимали, куда вы рветесь. Последнее. Уважаемые коллеги, я закрыл 28 учреждений образования. Не потому, что там были плохие люди. Молодцы. Плохие люди. 28. 28 закрив Вы установ. помолчите тогда, на моем время работы. Были учреждения, где просили нас закрыть, потому что нам неинтересно. Я слышал разные версии. Хорошо, когда мало детей в классе, хорошо, когда много детей в классе. Всякое говорю. Но я знаю, что нормальный класс это 15 человек, до 15 человек. Чтобы была хотя бы волейбольная, да, футбольная команда в классе. Хотя бы с этой стороны. О чем начинал говорить Николай Николаевич, но немножко в другую сторону пошел. Он больше практик на месте. Вот. И по-всякому говорили. Не везите туда, дайте лучший автобус, дайте всякое было. Но вот, уважаемые коллеги, если вам будут предлагать учреждение образования, конечно уже похожего на учреждение образования, которое сегодня, скажем, в плане безопасности, в плане эстетики, уже такого не будет. Вот это современное здание, где ваши дети должны быть не обделены ничем. И если у него есть талант, и будут учить учителя, и он будет относиться к этому так же, он займет такое же место и там. О том, Вера Николаевна, что переход с белорусской на русскую мову,
Вы знаете, что я вам скажу из практики? Когда дети сдают тестирование, почему-то те дети, которые плохо изучали белорусскую мову, идут сдают, получают хорошую оценку прохождения балл вверх. И точно так же филология русская. Не зря же, наверное, в нашей республике Беларусь двуязычная. Потому что разделить вот так вот, пошанковать нельзя, это не капуста, это дети. Это дети. Я очень рад тому, что вы отстаиваете позицию школы учителей. Мы собрались сегодня для того, чтобы обсудить дальше вопрос, о котором Павел Владимирович не поднимает, потому что поднимет хвост и уедет в Брест. А может в Минск, может еще куда-нибудь. Почему? Потому где працеловковать ваших наставников. Вот это то, что мне обеспечит. Сегодня 8 человек я устраиваю сходу с лёту, а дальше надо работать. Это немаловажный фактор. Почему вы считаете, что только когда детям будет хорошо? А работникам что, не надо? У их семей нет? Подвоз решен в вашем учреждении, решен подвоз. И такого водителя, как у вас, сегодня начинал Николаевич говорить, я хочу перед всей деревней сказать, что нашему Валере надо памятник сегодня ставить заживо. Потому что так держать машину, как держал он, я не думаю, что найдете вы еще таких водителей. А? Ну, отец, это было понятно, он держал машину-то Валера, я что знаю, кто держал машину? Нет, ну, кто знает, то знает. Когда ему подарок президента попал, то машина, наверное, содержалась лучше, чем он сам в доме. Под охраной и все прочее. Поэтому никто не ставит задачу вот сегодня на Ленинце поставить крест. Мое мнение, если хотите, мое мнение в видении этой проблемы, это оставить здесь начальную школу сад. Что значит поменять? Ну, разберемся. Это отдельно, вы мне дадите материал. Да. Послушайте, может, вы там где-нибудь еще на картошку копали, один на другой рядок выкопали. Я всякое не встречал. В этой жизни я все встречал. Поэтому с этим проще разберемся. Даже, как ни странно, могу трудоустроить повара. Вот о чем меня душа болит. А то, что детям будет не хуже, в этом я вам гарантирую и удираю. У нас было собрание в одном из учреждений, где мы делали 2 собрания, и убеждали в том, что детям будет хуже. Мы ждали шквал жалоб. Потом, после четверти обучения, я людей знаю, в районе не слабо, начал общаться. Ой, а что же вы такие думы раньше не перешли? Ребенок сегодня должен видеть лучшее. А для того, чтобы сегодня, скажите, пожалуйста, можно вложить сегодня деньги, заказать документацию и построить новую школу? Вопрос, кому? Это по государственному? Это по государственному вложить бюджетные средства и заморозить? Я так не считаю. Я так не считаю. Вот сюда вложить немножко, я правильно показываю, где стоит детский сад, немножко, копейки, и сделать там эстетику чуть немножко по-другому, чтобы пороги эти не были. Я знаю, что там надо сделать. И через год закрыть, да? Нет. Ну, я не думаю, что через год закроют. Вот что ты пошла закроется, садик закроется. Что здесь остается? Начальные школы сад существуют далеко с меньшей численностью существования, но не в нашем уже районе. В нашем районе нет, крупные поставки. Крупные поставки. Я вас гарантирую, если вам будет плохо, переведем в 3-ю школу, высокой победы. Мы хотим, чтобы Один ребенок ходит в учебу в час дня, второй в 4. Это проблема школы, проблема школы. И почему? Вы такое группу проведенного дня слышали? Да. Слышал? Я езжу каждый день в пограничной. Я просто И по всей пограничной все дети лазят. Ну, конечно, я не... Сколько не вставать? Один на остановке, третий в магазине. Едут 20 километров после работы 20. А когда уроки? Потому решение будет, конечно, приниматься. Оно уже принято. У меня в руках ничего нет. Вы, извиняюсь, вы однозначно не хотите сделать там приточную воду и туалет, да? Если бы я видел, что будет увеличиваться контингент, я бы Валентина Михайловича просил бы, давайте начнем делать сегодня проектную документацию. Давайте будем отстаивать эту всю позицию. Ну, извините. Раньше было и в Черках школа, раньше была еще где начальная школа. Дубравца.
Было время. Окна закупорены. Вы представляете, там ремонт делают люди. В этих закупоренных окнах. Форточка ни одна не открывается. Я не знаю, как там со станции эти ваши проходили, и пожарные как. Я не представляю этого. Я не знаю, чтобы было проветривание. Поэтому вам решать, но политизировать эту ситуацию в милиции не стоит. Вот эти ребята, которые приехали вам помогать, они тут жить не собираются. А лычки они заработают. Вы не забывайте, что дети это наше будущее. Мы сами Мы за них хотим бороться, чтобы они учились, и мы смотрели и видели их тут на месте. Они пограничные условия. Вы понимаете, какое расстояние? Все, Саша, вы сказали свое. Виталий Тарасюк хочет. Вопрос к кому, Виталий? Валентин Николаевич? Нет? Нет, обязательно распаковка. Валентин Михайлович. Валентин Михайлович, я житель деревни Веленец, родился, вырос здесь, значит, все не знаю. У меня 3 пацанов сейчас, жена с Бреста, родом, все здесь со мной сейчас, все нормально. Значит, суть моего вопроса в чем? Вы говорите, уменьшается число учеников, то есть, но вы же, получается, такая политика, что вы сами многодетные семьи вывозите на город. Почему многодетным семьям не предоставляется жилье на селе? Почему их вывозят? Вот если из этого у нас учеников меньше становится. Тарасюк Виталий Викторович. Политика сегодня такова, чтобы не то, чтобы вывести в город или что. Политика такова, чтобы реализовать указ президента об улучшении жилищных условий многодетных семей. И если есть желающие непосредственно построить дом на селе, то мы предлагаем такую возможность. Бери, пожалуйста, участок в населенном пункте, и тебе выделяют кредитные ресурсы, строишь дом. И есть второй вариант – улучшить жизненные условия путем строительства многоквартирного в жилом доме. Те, которые изъявили желание строительства многоквартирным, они построили многоквартирные. Кто сегодня, условно говоря, я сегодня смотрел, 17 человек улучшают, допустим, по городу Каменцу, они строят индивидуальное жилье. В других населенных пунктах также строят индивидуально. У вас сколько там? Я не знаю. У вас 2 семьи тоже строят. Но это зависит от человека, от его желания. Но вы поймите, что у меня тоже наоборот желание, чтобы люди оставались где-то на месте и работали. Потому что сегодня, конечно же, рабочая сила сложновато всех. Почему, если человек нуждается в улучшении жилищных условий, ему предлагают только в городе, не предлагают в деревне? Ну, вам предлагали как? Мне приходило 2 письма, Каменца, Высоко, мне предлагают. Я тоже многодетный семьи. Этого не предлагают здесь. Я не лично. Я сам понимаю. Вы реконструкцию делаете? Да. Просто исходя из того, что не нравится, то, что дают только выбирают, пусть покупки, покупают жилой дом на сегодняшний день. Буквально на днях у нас кредит. Различные пути улучшения жилищных условий на сегодняшний день. Но никаких льгот не существует. А какие льготы вы хотели бы еще? Раньше было, например, для строительства дома в сельской местности. Он тоже льготный кредит. Сейчас таких программ нет. За счет льготных кредитных ресурсов. Сейчас их никому не дают. Процентов. Многодетным также повышается часть кредитных ресурсов. Аналогично, все как практически в городе, так и на селе реализуется. Поэтому, если вы желали строить, вы выбрали свой путь реконструкции. Кто-то выбирает свой путь улучшения, то есть переезжает в город, допустим, приходят на прием семьи, которые категорично не хотят. Сегодня мы могли бы, там, допустим, давайте вам продадим дом, давайте построим дом. Нет, я категорично хочу в город, я так хочу улучшать свои жилищные условия. Ну, поэтому оно так и получается на сегодняшний день. Я вас понял. Пожалуйста. Можно мне? Не, мне хотелось отказать слово Віктора Миколаевича, який... Ні, там було сказано, що Павел Владимирович підніме хвост і поїде в Брест або в Мінськ. Так було сказано. Так ось повідомляю, що Павел Владимирович нікого тут не кине. І він залишається тут, у Амелянці, і він прийняв таке рішення. І він білорус, и он Амелянчук у 5-м поколении как минимум, и более за то.
ён умудрився уговорити жінчину приїхати сюди, яка ведає, яка тут складана ситуація, що школу можуть закрити, що того Павла Владимировича можуть звольнити з роботи, тому що він може не пройти атестацію. Так, Віктор Миколаївич, з Нового года? Как минимум некорректно то, что вы с микрофоном, но мы без. А некоректно говорити неправду. Зрозуміло? Неправда, я не знаю, как Подождите, все, вопрос. К вам всем. Давай, хорошо, давай. Вот я живу в Амелинце. Воспитываю, как говорится, внука. Я опекун над ним. Меня старший сын построил дом в деревне. Переехал туда. 2 внуков ходят в школу деревенскую, а ходили в городскую, брестскую. И они сказали, они с удовольствием идут в эту школу, что меньше детей. Ну, вот, потому что там много было детей. Они с удовольствием идут в эту школу. А сейчас представьте, во сколько надо ребенку вставать, чтобы ехать куда-то их возить. Как вставать? Как вставать? 9 часов занятий. А если машина ходит еще в Коленковиче, там надо позавозить этих детей. Разные вещи. Ваш, уважаемый коллеги, ваш луч от подъезда один, Коленковичский луч подъезда это второй. Это разные вещи. Это просто мы Валеру попросили поработать на 2 школы в этом году. 6 утра поднимаем. Да. Валера, сколько детей стоит? Чтобы завести в сад. 6 утра. Ну, чтобы завести в сад. Детей поднимают с Коленковича. Вы говорили по поводу Павла Владимировича, что он как... Давайте возьму ясно. Я так понимаю, что в основном все желают за о том, чтобы школа, конечно же, работала, да, не закрывалась. То есть наша задача на сегодняшний день продумать те варианты, чтобы мы соответствовали эпидемиологическим нормам, чтобы противопожарным нормам. И мы над этим будем думать. Такой ответ, наверное, не получится на сегодняшний день. В принципе, если устраивает на сегодняшний день, то мы встретимся еще раз отдельно где-то. Предложим те варианты решения вопроса, которые мы видим. Пойдет так? Да? Тогда, ну, вы будете в курсе, я часто у вас бываю и на стройке практически каждую неделю был на молочно-товарном комплексе. Не обижаю, поэтому я думаю, что все будет хорошо. Мы услышим друг друга. Можно еще вопрос? Ну все, мы же я с населением не закончил вообще. У меня вопрос к вам через один. Тобто, бачите, як себе поводить керівництво. Є питання у чоловіка, і вони демонстративно встають і розвітуються, так і не відказавши. Я хотел сказать еще, я извиняюсь, конечно, может, я вас задержу, но можете уходить, я скажу вам след. Когда мы с Павлом Владимировичем, вы говорили, что он плохо преподает свой урок, физкультуру. Вы говорили. А я хочу сказать одно, то, что мы с ним, с нашими детьми, в Каменюках зимой выигрывали в Каменецкой школы волейбол. Тренируясь тут на песке. Поехали в Долбезно выиграли. Так есть тут результат в школе это или нет? Есть. Долбезно, я не знаю, с кем вы играли. Вы взрослые, наверное. На школу Долбезно нет. Дети есть. Расскажите, пожалуйста, как проходит прием-то школы к 1 сентября? Ведь мы сейчас узнаем, что в МНЦ в школе не соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, есть работа в неисправном состоянии. Или вы хотите, чтобы было как в Одессе у нас? Шановне господарство, ось так ось закінчилася зустріча. Нагадаю, що ми сьогодні вирішали жихари вёски Амелянец лёс школи. Лёс школи, може нам... Скажіть, будь ласка, які ваші ураження? Ви хочете, чтобы эта школа была? Я бы согласна была, но ездить ребенку, извините, из нашей деревни в пограничную 22 километра. Это... А вы что сказали, что дети хотят на русском обучаться? Это... Мои на белорусском, извините, но мои все, у меня 4 детей. Уже старшая закончила, отучилась.
Сейчас трое отучиваются, я тоже не понимаю. Школу закрыть. Мои даже дома по-белорусски разговаривать пытаются между собой. Дякую вам за сказ. Ось, да. Дети между собой. Кстати, в клубе все мероприятия, которые сейчас проводит директор клуба Светлана Павловна, проводятся силами детей и учителей. Учителя у нас ведущие, кстати, тоже Павел. Так, давайте запитаємося. А ви як ставитеся до цієї проблеми? Скажіть, будь ласка, я бачу, що ви хотіли нечто запитатися. Може, скажете... Я против развала деревни и уничтожения. Уберут школу, никто сюда не поедет, тут зарастет все, никому ничего не надо. Ну, ви бачите, я ось нечто не зрозумів. А які ось яни приїхали, і що відбулося? То бак яни Ничего не отбылось. приїхали Приехали нас поразважати. поставить известно, что будет так, как решили давно. А ви супроть, так? Конечно. Хотя у меня один ребенок остался, но я в деревне. А як же президент за малую родину? Никому ничего. Дякую. Ну, на жаль, що у людей таке ставлення, що ми нічого не можемо, ми нічого не можемо змінити. А ви як ставитеся Я считаю, до цієї зустрічі? Ну, я лишу, що питання вирішено не було, але сподіваюся, що нас почули і рішення приймуть таке, як Ні, нам можете потрібно. так не сподіватися. Я просто взагалі не зрозумів, що відбулося, тому що вони приїхали, господар Павел, нечто вельми смішно прочитали петицію. Ось. Ні, ну не в этом справа. Ось, і потім гутарка не об чим, і вони уїхали і сказали, ну ми будемо думати, то бок я... Выгнали детей с этой залы, значит. На холод. Да. Ну а як ви думаєте, вони вирішили вже зачинити школу? Прийняття відповідного рішення вони вже зробили. Тобто вони імкнуться її закрити. Однак офіційне рішення вони будуть приймати, ну, хоча за все десь у кінці снежня. Перед Новим годом. Перед Новим годом, я думаю. Можливо, 20 снежня, можливо, в який інший день. Тому що після потрібно буде, ну, тяжко перекидувати сладкі. Так, добре, ну потім, може, там розмовляємо з людьми. Дело в том, что пограничное построение вот одна из основных причин, которая является сегодня закрытием нашей школы. Вы помогаете за школу? Конечно, обязательно. Спортивный зал нету, да, но у меня нету зала, хотя он должен был тут построен, но его нет. Но мы занимаемся, вот летом собираемся, играем в волейбол, футбол. Ну, ось, щиро кажучи, дивно, так? У школі нема прибиральні, в школі 30 років. Я ось чув, що ніяких не було здесь уливання сродків, так, у школу? Ну, туалет побудували. Как мы послушали туда, так оно и было. Ось, А то, что цікаво. дали автобус, это ж подарок. Президента. Это ж подарок, это ж нам не выделила району эти деньги. Это подарок, поэтому что об этом говорить? Здесь, а як ви ставитесь до того, що вас попросили видалитися з зала? Ви так этого ставитеся? Ну, звичайно, ми лічимо, що це не вельми добре з боку влади, яка сиділа там, тому що ми так само громадяни і маємо своє право, і тут не було написано узростових обмежувань, 18+, не було, що вони присутнішати не можуть, так само не було. Ну, значить, ми можемо прийти туди і посидіти. Послухайте, що ми старшие класси, 10, 9, 11 класс, да. И то, что мы сказали у пользу накрыть школы, и мы решим, что из-за этого нас и выдалили. А ось таке питання. Я чув, що ваш директор сказав, що дітям тяжко вчитися на на білоруській мові, хвильку, що вони імкнуться розмовляти по-російську, що це, ну... Мы уже сказали, як в залі, що... Ні, я чув, але... Директору говорили, видите, коли б з нами ніхто вёз розмовляв по-білоруську, ми так само не відмовилися. А ви завжди на мові розмовляєте? Ми поміж собою ми спокійно переходимо з русської на білоруську мову. І коли нехто з зв'язковців почав з нами говорити по-білоруську, чому ми не розмовляємо на білоруській мові
взрослость. Потому что, когда мы справді выйдем и будем размовлять на белорусской мове, то на нас все з вашими таким будут дивиться и не разумеют. А мы хочем вчитися на белорусской мове, как бы это отрадить в эту тенденцию, и как белорусскую мову не лишили такой, як замежную мову не лишили її, а лишили як Ну, ось такими ось чиновниками, на жаль, у нас все йде до такого, як лишили як іншоземну мову. Дякую вам велике за коментар. Потім порозмовляємо ще з людьми. А господар директор, ваші діти кажуть, що вони вельми люблять мову і розмовляють завжди на її. Обвергають ваше слово. Ну, ось тільки що розмовляв з ними. Які мої слова? Ну, що ви сказали, що дітям складно розмовляти по-білоруську, що вони імкнуться по російську. Ну, ви сказали дітям вашої школи. Да, тому що вдома вони не користуються білоруською мовою. Ось гэта і користаються за все. Ой, користаються. Поглядіть, коли ласка, де вони користуються хоч раз. Ну, і ви... Ось і зараз тут ти говориш на якій мові? На білоруській. На білоруській. А тільки одні ви будуть на русській мові. Ну, не ведаю. Не ведаю. Так я ведаю, я ж живу. Ну, я ж у їх питаюся. Я ж тут їх і бачу все. Хто білоруською мовою? Ну, я вас поздравляю. Ви закроєте 29-ю установу середню. Не доживу. Не доживете? Это ось то, что вы наробили, будете чиновником. Закрыли 28 середніх школ. Середніх. Ну, я не ведаю, які. Образування, слухати треба, Ну, розмовляти. установа. Садки и все. А, у садки, ну так какая разница? Ну, конечно, не надо закрывать. Надо, чтобы по одному ученику из сада в садок было. Да. И 5000 или сколько? 50 на одного ученика треба буде. Ну, слухайте, а скільки на чиновників йде видатків? Ви бачите, які їх машини стоять ось там? А? Меня ніхто, яка вам разница? Коли б я приїхав сюди на джипі і сказав би, ось мій джип, і хто мене фінансує? У нас хороша машина, ну і що? Я працюю, я індивідуальний предпринимальник. Хто у нас розмовляє на білоруській мові? Ніхто. Місний діалект – русский язик. Слухайте, ну ви за всіх не, ну и на польский, за всіх не Так отказывайте. зачем так говорить? Ну как мы здесь живем? Что мы были под Мы- Польшей, я да. буду розмовляти на білоруській мові, коли її тут не було. Не, ну просто цікаво, що ви кажете, що кажете за російську Белорусская мову. мова. Она красивая, ничего Ну. не скажу. Тяжелый язык, очень тяжелый нашим детям. Яким? Тяжелее русского. Мой сын окончил эту школу, поступил в университет, встретился с такими трудностями. Математика высшая, физика. Это все надо знать. Я точно так же закончил эту школу, поступил в университет и ни с какими трудностями не встретился. А мой встретился. Закончил географический факультет, на хорошие оценки и все нормально. Так, ну що, сябри, будем закруглятися. Ось так ось вирішаються питання у нас. Я наприклад, мої відчування такі, що чиновники, як завжди, приїхали, поболботали, по сутності не відказали ні на одне питання, тому що спрашивали у їх, ось Павел питався у їх, каб яны розповіли про фінансування, чому не було прибиральні построєно, туалетів нема, там того. Нічого, просто посиділи, директор нечто таке розмазане сказав, там, я так само, ну, це мої відчування, да? Я там не зрозумів, але Богу темно. І все, і сказали, ну, ми будемо, типа, вирішати. Ось, і, ну, тобак, такий сенс, що люди прийшли, спустили там некий пар, так, ну, то есть, ну, ось, ми повинні були приїхати, був зворот до уладів, ну, ось ми приїхали, а так, ну, гэта такая дежурная рэч, ну і вось гэты спадар, не помню яго фамілію, ось 29 учреждений адукацыі закрыў, ну гэта просто ён рэкардсмен, і ён уже шкадуе, што гэта ён уже можа не дажыць, можа яго звольняць. Был Муравьев-вешатель, а это Муравьев-закрыватель школ. Да, ось мне тут нагадваюць, што быў такі вядомы беларусам Муравьев-вешатель, а яго фамілія Муравьев? Муравьев-закрыватель школ. Ось, все, до свидания, сябры. До побачення, сябры. Ось, будем прощаться, будем спадзявацца, што гэтую школу не закрыюць. Тут же справа не толькі ў тым, што яна беларускамоўная, тут просто... Вёска загіне. Ну, тут не важна, якая яна рускамоўная ці беларускамоўная, але тое, што яна беларускамоўная, гэта просто такая вось асобная рыса.
характерна, што яны закрываюць, ну як, ну хто закрываюць обычна звычайна школы, дзе з мовай? Акупанты прыходзяць і ім все роўна, што будзе з гэтымі людзьмі, з гэтай мовай. Таму што ім удобна, зручна іхняя мова акупантаў. Ну, гэта мае меркаванні асабістыя. Лісяжук, ну ти ж бачив, ось, ну, діти, які прийшли, вони інтелектуальні. Наоборот, мова сприяє інтелектуальному розвиттю. Слухай, а тут чоловік каже, ні, у нас, згодно указу, треба фізичне виховання в пріоритеті. Спортзали, там, волейбольна команда нанялася. Не інтелект, де белорусскомовний осередок. Да, Євген, я ось скажу тобі, я весь час розмовляв на русской мові, до там недавних часов, там може лет 5, там у нас 99% розмовляє. Так ось. І плюс їх відправляють пачками, як в інкубатор, школи по 1000 чоловік. Я тобі скажу. Яка там інтелектуальне розвиття? Це підрихтовка будущих будучого гэтага середньостатистичного Вінцика, которому все ровно. А теперішня система керується на русской мові. Ну так, ну не на нашинской мове. И я ось хотел сказать, ты меня перебил, я уже, наверное, сгубился с мыслей, буду развитываться. Хотя нас поглядело, ну, довольно шмат людей, 121 лайк. Вот что я хотел сказать, что мова, ось насамрэч, зараз у святле гэтай інтэграцыі з Расіяй, да, гэта просто як нейкі такі оборона, як щит. Тому що, смотри, коли... Давай на прикладі. Цілком можливо, ти мене так збоку знімай, цілком можливо, тому що, гляди, коли була ситуація в Україні, бойові дії, любые дії почалися, де? Там, де розмовляли по-українську, у Заходній Україні не було ніяких бойових дій. Там, де не була незрозуміла мовна ситуація змішана, чомусь там знайшлася глеба для людей, незалежно яких іних політичних переконань, взяти в руки зброю. Навошта? Наоборот, мова боронить навіть від факта війни, фактично. Ну, в сучасному світі, звісно. Коли люди приходять, тут всі розмовляють на своїй мові. І вони розуміють, що вони не в своїй хаті, що вони в гостях. Все, сябры, до побачення. Тут темно. Дякую вам, що були з нами. Ми були сьогодні у вёсцы Амелянец Камянецкого району. І ви бачили сьогодні вибітних чиновників. І коли ви проаналізуєте, що вони сьогодні гаманили, що вони говорили, просто соотнесите гэта, чи можуть такі люди бути чиновниками. Ну, ось мені просто цікаво. До побачення.